Ну что ж, выставка официально считается открытой. Ура! Национальный праздник Эсех Туймады представил для горожан и гостей разнообразные площадки мероприятий. Технопарк Якутия по доброй традиции провел выставку инновационных технологий Саха Innovation 2016. В этом году размах ее превзошел все ожидания. Участников стало втрое больше, а представленные разработки и технические решения намного совершеннее. Я был в прошлом году, мне кажется, в этом году проектов стало больше, проекты стали более зрелые, то есть видно, что коллеги год даром не потеряли. И поэтому приятно наблюдать динамику положительную. Как отметили почетные гости, работа резидентов всегда поддерживается на федеральном уровне. Они готовы работать с ними и продвигать на разных всероссийских международных площадках. С рядом проектов получилось, что они участвовали в акселерационной программе, они ее прошли, они пообщались со специалистами в этой сфере, они получили недостающие компетенции, они получили советы по развитию бизнеса и развивались намного быстрее. Нововведением стала презентация умного дома, в котором соединили продукцию участников выставки. Это каркасный дом из Тимирстройсервис, обработан лакокрасочной продукцией компании «Беге». Пластиковые окна вставила компания «Теплый край». Освещение от Саха Лайтинг. Внутри представлена продукция компании «Эгопласт» и технологии комфорта. Это разработки резидентов технопарка. И нас в том числе, потому что нас пригласили поучаствовать в этой экспозиции. Вас это кого? Вас это моей компании, это ООО «Технологии комфорта». Умный дом – это дом, который будет полностью адаптироваться к человеку, обучаться. Находясь на улице, мы можем управлять светом, можем, например, увлажнителем нашего дома, кондиционером, телевизором, все что угодно, которое подключено к электросети дома. В инновации теперь успешно работают и школьники. Ребята из IT-школы Илларионова представили мобильное приложение, которое разработано специально для международных спортивных игр «Дети Азии». Это мобильное приложение «Детей Азии». Мы разрабатываем его уже в течение недели. И это программа, это официальное приложение «Детей Азии». Здесь вы можете увидеть все новости, список соревнований, мероприятий, а также когда это будет и все такое. Также вы можете получать пуш-уведомления и узнавать то, что вы хотите. То есть, когда что-то случится, то, к чему на что вы подписаны, будет появляться как уведомление. То есть, как вам пришла идея? Мы просто, Дети Азии, что наступает, да, и нам решили, заказ опубликовали вообще. То есть у нас это приложение заказали, и мы его выполняем как коммерческий заказ. Наряду с большими предприятиями, которые уже вышли в промышленный оборот, участниками стали и молодые люди, только начинающие первые шаги в области инноваций. Открылся буквально, позавчера документы забрал с налоговой. Какое предприятие открыл? ООО «Технонова». На чем специализируетесь? На авиационных технологиях различные, нанотехнологии. А пока в дальнейшем останавливаюсь на своем устройстве, на датчика препятствия. Коротко назвать поводырь. Как придумал вообще, в чем ее функция? Получается, я 4-й курс был, и мне, надо было, защищать диплом, нужна была тема. И все, у руководителя есть теща, она слабовидящая. И все, она все время, когда, ночью просыпается, да, попить воды, да, на кухню сходить, она все время, об что-нибудь стукается. И все, такая тема, сделать такое простое, несложное. И вот так вот, и защитил диплом на 5. Спокойно. А в дальнейшем я хочу внести еще GPS-навигатор. Допустим, слепой человек заблудился, и грубо говоря, он подсказывает дорогу, слепому человеку, чтобы он домой добрался. Допустим, через 50 метров поверните направо, через 100 метров поверните налево. В таком духе.
Объявленный год благоустройства в республике не мог не отразиться на данной выставке. Технологии и инновации для сбережения природных ресурсов, благоустройства территорий и жилья вызвали наибольший интерес у гостей из районов республики. Прежде всего мы, конечно же, презентуем наши производства, да, наши трубы полиэтиленовые для холодного водоснабжения и газоснабжения. Кроме того, и в этом году из вторичного сырья мы начали делать полозья для саней. Да, очень хорошо берут для буранов, там, для саней, да, из северных арктических улусов. Говорят, очень такой прочный, хороший материал, который хорошо скользит зимой, да, и так далее. По итогам выставки памятными знаками и дипломами наградили дипломатов первой, второй и третьей степени. Награды получили также по специальным номинациям: «Юный изобретатель», «Лучшее оформление экспозиции» и приз зрительских симпатий. Главной номинацией конкурса Гран-при республиканской выставки «Саха Innovation 2016» удостоилась компания из Нерюнгри «Руснавтех». Перед вами стоит аппарат для насыщения воды водородом и кислородом. В народе это называется живая вода. Живая вода состоит из водорода и кислорода, которые вырабатываются в этом генераторе. И эта вода очень полезна для организма человека, для животных, для растений, для всего, что имеет живую клетку. Люди, которые употребляют эту воду, омолаживаются, значит, идут оздоровительные процессы в организме человека. Человек становится бодрым и веселым. Ну и, конечно, волнительным моментом стал выпуск резидентов технопарка Якутия. 3 года назад они пришли в технопарк, лишь имея идею, а сейчас это целые предприятия и заводы. Их продукции доверяют и заказывают из-за пределов республики. Я, можно сказать, чуть не прослезился, потому что это волнительный момент. Вы поймите, что мне моя работа очень нравится. Мне повезло с работой, потому что это мечта работать в предприятии, где ты видишь результаты своей работы постоянно. То есть, когда ты в окно технопарка выглядываешь, и ты видишь, что краска выгружается, трубы тянутся, котлы собираются, и приезжают люди из деревень, покупают нашу продукцию и улучшают свою жизнь. Мне кажется, это правильно. И как сегодня многие сказали, что никто не хочет уходить из технопарка, все хотят работать в дальнейшем, потому что, в принципе, наука, она не стоит на месте. Да? Вот как бы 3 года ты поработал, изобрел, внедрил, вышел там в торг, но всегда надо что-то изобретать. То есть вот как сказали в сказке Льюис Кэрролл, по-моему, в сказке «Алиса в стране чудес», здесь, чтобы стоять на месте, нужно очень быстро бежать. То есть поэтому нам тоже нужно очень быстро бежать, чтобы хотя бы не отставать от всего мира. И вы знаете, что мне очень хочу поблагодарить правительство Якутии, Егора Афанасьевича Борисова, что в свое время нам доверили, дали возможность, скажем, реализовать этот проект. Я думаю, что Якутия действительно преображается. То есть мы делаем реальные проекты, конкурентоспособные не только в России, но и в мире. Эта выставка показала гостям национального праздника Ыссык потенциал якутского народа, когда идею можно воплотить, будучи школьником или простым сельским жителем. В последующем они будут рекомендованы к участию в форуме выставки «Открытые инновации-2016» в Москве, выставке 20-го Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2016» и программах институтов инновационного развития России.